Господин президент, уважаемые коллеги, госпожа федеральный канцлер, вы сразу после моей речи сейчас также будете перед нами выступать и, конечно, нахваливать свою собственную политику. Но если посмотреть на нынешнюю политику и ситуацию в Германии, в Европе и в мире, при этом, если мы учтем и ваш личный вклад в эту ситуацию, госпожа Меркель, то задаешься вопросом, как вы вообще можете еще этим гордиться? Да, мы живем в богатой стране, которая производит хорошие автомобили и станки машиностроения, имеющие хороший спрос в мире. Но в то же время эта страна глубоко разделена. Это страна, в которой даже хорошая работа не может защитить от бедности, и в которой связи с важными людьми стали важнее того, какую профессию человек выбирает. Это страна, в которой уже почти никто не инвестирует, в которой разрушаются дороги и мосты. Страна, в которой дети растут в заброшенных районах города и где им не предоставляют даже элементарного образования. А что делаете вы, госпожа федеральный канцлер? Вместо настоящих решений проблем вы подсовываете какие-то карманные фокусы. Вместо солидарного финансирования вы продвигаете креативную бухгалтерию. И вместо рациональности в экономической политике вы занимаетесь оккультными жертвоприношениями для вашего нового бога под названием «Сбалансированный госбюджет», которого вам в следующем году снова не достичь, несмотря на ваши постоянные заклинания. Невозможно иметь солидарное государственное финансирование без динамично развивающейся экономики и без потребителей, у которых есть достаточно денег в кармане, чтобы они могли позволить себе приличную жизнь. Солидного госфинансирования не бывает и без предприятий, которые имеют только тогда стимул для инвестиций, когда есть большой спрос у потребителей. А без этого фирмы просто прячут свои деньги или выплачивают рекордные дивиденды счастливым акционерам. Также не бывает солидарного госфинансирования, когда самые богатые семьи и концерны Германии практически совсем не отчисляют денег на развитие общественной инфраструктуры, а государство закрывает на это глаза. Поэтому эта цель сбалансированного госбюджета означает для меня отсутствие у вас компетенции в экономической политике. Это была цитата уважаемого экономического эксперта Петера Бофингера о вашей экономической политике, госпожа канцлерин. А может, вы еще вспомните, что о вас сказали лауреаты Нобелевской премии по экономике в августе на конференции в Линдау. Я приведу вам некоторые цитаты. Меркель преследует абсолютно неправильную политику. Меркель не понимает всю серьезность ситуации. Речь Меркель была сплошной катастрофой. Замечу, что приведенные цитаты были произнесены не на собрании левой партии. Нет, это были оценки международно признанных экономистов и лауреатов Нобелевской премии по экономике о вашей политике, госпожа Меркель. Если вы бы слушали мою речь, то эти цитаты могли бы заставить вас задуматься. Но, очевидно, это вас вообще не волнует. Отворачиваться в сторону, прятать голову в песок и заговаривать зубы. Вот это наш типичный подход, когда нужно решать сложные ситуации современности. Создается, однако, впечатление, что вам, госпожа Меркель, интересны совсем другие вещи, чем интересы немецких предприятий. И это интересы американского правительства и американской экономики. Вы, госпожа Меркель, ужасно возмущались в вашей речи в Сиднее, что по истечении 25 лет после падения Берлинской стены все еще существует мышление в категориях сфер влияний, и что международное право вытирает ноги. Кто же мог предположить, что это станет возможным, сказали вы? Но знаете, госпожа Меркель, я спрашиваю себя, где вы вообще витаете? Где вы вообще были последние несколько лет? Где вы были, когда США вытерли ноги о международное право в Ираке, чтобы как раз расширить свои сферы влияния на иракскую нефть? Где же вы были, когда международное право вытерли ноги в Афганистане, и это было при участии Германии? Где вы были, когда бомбили Ливию? Когда поставляли вооружение сирийской оппозиции и исламскому государству? По вашему мнению, это все соответствует букве международного права? Конечно же, в перечисленных случаях речь ни в коем случае не шла о сферах влияния. Конечно, нет. Хочу порекомендовать вам книгу для чтения Збигнева Бжезинского, который стоял у истоков внешней политики США. Книга была опубликована в 1997 году и носит красивое название «Великая шахматная доска. Государство Америки и ее геостратегические императивы». В этой книге Бзержинский выступает за расширение НАТО на восток, сначала в Центральной Европе, потом на юг и север, к странам Балтики и, наконец, Украина.
Причем обосновывает Бзержинский это расширение НАТО следующим образом. Я цитирую: «С любым расширением Евросоюза и НАТО сферы влияния США также автоматически расширяются». Вот вам старое мышление в категориях контроля сфер влияния. Вы это никогда не замечали, госпожа Меркель? И вы сами как раз принадлежите к тем людям, которые это поддержали. Вы принадлежите к тем вассалам, которые как раз осуществляли эту стратегию, если говорить на языке Бзержинского. Я сейчас рассказывал о Бзержинском, расширении НАТО на восток и с этим связанной политике Германии. Госпожа Меркель, сейчас вы загнали Германию в новый виток холодной войны с Россией, что отравляет политическую атмосферу и угрожает миру во всей Европе. Вы навязали бессмысленную экономическую войну, которая причиняет ущерб в первую очередь европейской и немецкой экономике. И не надо тут так наигранно стонать. Вам же не надо вести все эти предприятия, в которых сейчас наблюдается гигантский спад заказов. Вы же не являетесь ни работодателями, ни сотрудниками этих предприятий. Вам не надо сейчас пожинать плоды всего того, что вы своими законами натворили. Госпожа Меркель, вы предостерегаете об опасности пожара в Европе. Но в то же время вы как раз одна из тех, кто бегает с зажженным факелом и размахивает им повсюду, где только можно. Ведение войны с помощью риторики всегда приводило к более худшим последствиям. Об этом вам сказал бывший министр иностранных дел Германии Ганс Геншер после вашей речи в Сиднее. Нет, Путина можно не любить. И можно не любить российский капитализм с его олигархами. Но дипломатия всегда означала серьезно воспринимать интересы противоположной стороны, а не игнорировать их. Показательно, когда Гельмут Коль и Михаил Горбачев практически одними и теми же словами предостерегают о том, что без партнерства России и Германии в Европе невозможна ни стабильность, ни безопасность. Бывший председатель партии СДПГ господин Плацек указал на то, что торговля в этом году между Россией и США увеличилась, в то время как торговля между Россией и Европой, в первую очередь с Германией, серьезно сократилась. И что же делает ваша правящая партия ХДС? А она сейчас пытается избавиться от так называемых понимающих Путина на форуме «Петербургский диалог», в том числе от господина Плацика. И вместо понимания вы очередной раз делаете ставку на непонимание. На Украине вы кооперируете с режимом, в котором на важных силовых постах находятся очевидные нацисты. Президент Порошенко говорит о тотальной войне. К тому же он остановил финансирование больниц и пенсионеров на востоке Украины. А для премьер-министра Яценюка повстанцы, я цитирую дословно, «нелюди, которых нужно уничтожить». Вместо того, чтобы кооперировать с этими авантюристами, нам снова нужна такая внешняя политика, для которой мир и стабильность важнее, чем директивы из Вашингтона. В этом году исполняется 100-летний юбилей начала Первой мировой войны и 75-летний юбилей начала Второй мировой войны. В такой год нужно вспоминать слова бывшего канцлера Вилли Брандта, который сказал: «Война не является последним доводом. Война является крайним безумием». Война не должна больше быть средством политики, госпожа Меркель, поэтому вернитесь снова на путь дипломатии, снимите санкции, и если в партии СДПГ победят голоса разума от Гельмута Шмидта и Матиаса Плацика, то послушайте их призывы, госпожа Меркель. Положите конец этой игре с огнем. Я подведу итоги. Ваша политика, госпожа Меркель, разрывает Германию на части и омрачает наше будущее, потому что у вас нет смелости противостоять организованным интересам банков и концернов. Вы растратили все наследство прошлой внешней политики сближения и привели Европу в холодную войну и поставили нас на грань новой горячей войны, потому что у вас нет смелости идти против правительства США. Это не тот результат, которым вы бы могли гордиться. Граждане этой страны заслужили более лучшую политику, чем ваша. Политику, которая бы серьезно преследовала бы цель благосостояния для всех и хороших добрососедских отношений со всеми соседями Европы.
Слово предоставляется госпоже федеральному канцлеру Ангеле Меркель.